Салам алейкум, хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. У нас очередной, можно сказать, даже внеочередной, наверное, эфир такой. Мы решили провести с Шмурат Хадрятом ввиду того, что у нас в республике сейчас идут такие дела, которые и нас касаются в том числе, ну и вообще касаются всей республики и в том числе башкирского народа непосредственно. Вот те события, которые происходят сейчас в республике, мы бы хотели обсудить вместе со Шмурат Хазрятом, ответить на некоторые вопросы, как мы видим эти ответы на них, разъяснить некоторые факты, некоторые моменты в политической, общественно-политической деятельности нашей республики, потому что многие, видимо, не разбираются в терминах, вообще в понятиях. И вот сейчас мы решили с Шмурат Хазрятом немножко с вами об этом поговорить. Надеюсь, что наша беседа будет вам интересная. Сразу хотим сказать, что данное видео выйдет с двух каналов. С канала из Шмурат Хазрята, с моего канала, поэтому подписывайтесь и на мой канал, и на канал Шмурат Хазрята. Ставьте лайки, распространяйте это видео, потому что видео будет достаточно интересное и насыщенное действиями. Слово сейчас предоставлю Шмурат Хазряту. Шмурат Хазрят. Алейкум ассалам. Руслан, во-первых, благодарю за приглашение. Я ко всему, что ты сказал, присоединяюсь. Действительно, мы же в вакууме не живем. Хоть мы и не находимся в данный момент в Башкортостане, те события, которые там происходят, нас, конечно же, волнуют. Мы это отслеживаем. Но буквально за 4-5 часов находят новости, какие-то новые видео мы смотрим, анализируем. И согласен с Русланом, что в последнее время, наверное, накопилось материала, чтобы все это обсудить. Иншаллах. Хорошо, тогда вообще почему мы решили провести этот эфир и что нас сподвигло, да, скажем так, и чтобы раскрыть вообще тему, о чем мы хотим поговорить. Дело в том, что в последние дни, уже несколько дней подряд, наша республиканская общественность, общественно-политическое поле наше сотрясают скандалы. Или, как Шмурат Хазрят сказал бы, фитна. Да, идет фитна непонятная, то есть идет какой-то раздрай внутри башкирского национального движения, идут взаимные претензии друг друга, предъявы, как говорится, да, в простонародье, требуют отвечать, задают вопросы, требуют ответа, обвинения идут какие-то, оскорбления, чуть ли там уже не запреты идут другим людям, поступать начали. Вот это все мы хотели бы немножко тоже, потому что все-таки мы являемся частью башкирского национального движения. И, конечно же, мы расскажем чуть попозже вам, что такое вообще башкирское национальное движение и почему многих это озадачило, и почему некоторые даже не понимают, что это такое. Но начнем с самого начала, наверное. Все эти события, они произошли из-за баймакских событий, которые у нас прошли полгода назад, январские события, которые потрясли не только всю Республику Башкортостан и Россию, но и весь мир. Весь мир узнал, многие узнали, кто такие на самом деле башкиры, что они из себя представляют. Многие начали интересоваться историей башкир, кто они такие, чем они занимаются, какое у них прошлое. Но эти события, к сожалению, помимо того, что они принесли известность башкирскому народу, но они и принесли, конечно же, горе. Горе принесли, потому что по результатам тех событий, там, надо прямо сказать, да, были столкновения с силовиками, я так скажу, органами правопорядка я бы их не назвал бы, да, силовиками этими ОМОН, Росгвардия и непонятные люди в масках. И в результате чего более 70, а по некоторым данным и более 90 человек на данный момент находятся в местах заключения. Одному уже недавно дали первый срок, вынесли 5 лет. И сейчас
началось из-за этих событий вот это вот начались взаимные обвинения. Кто виноват, почему произошли эти события и кто в них виноват. Вот первый вопрос, вот в этом надо сперва разобраться, да, почему произошли вот эти баймакские события. Хотя начнем хотя бы сперва с этого, да, кто в этом виноват в них. Ишмурат Хадрят, прошу. Вот начнем сначала с того, что в последнее время стало много разговоров именно о последствиях. То есть, некоторые люди преподносят последствия, как причину. На самом деле, надо же заглядывать в корень этого вопроса, откуда все пошло. Если вот мы будем на это событие смотреть как-то вот отвлеченно, размазывая суть какими-то там размышлениями, философией, скажем так, можно было бы, например, уйти куда-то в сторону. Вся Россия такая, кому сейчас легко, да, много недовольных в России. Если мы вот так в сторону уйдем, тогда мы опять-таки уведем фокус вопроса в сторону. Тут надо понимать, что во всем произошедшем виноваты власти местные. Но не будем же мы утверждать, что вот Путин создал такой режим, такой порядок сложился в России, что недовольный народ начинает выражать свою позицию именно таким образом. Да? Не будем там искать виновного в Медведеве, там, в Бастрыкинах и так далее. Нет. Конкретно эта ситуация сложилась из-за попустительства местных властей. Ишмурат Хадрят, я извиняюсь, я с тобой не согласен здесь полностью. Я считаю, вот раз ты говоришь о том, что нужно смотреть түпке, как говорится, да, бенен башкұрттар айталар, түпке қарау керек. Но я не считаю, да, вина местных властей, конечно же, есть. И вот недавно вот данные выкладывали о том, что более 91 человек политических заключенных, помимо баймакских, там есть и Фаиль Алсынов, и Рамиля Саитова, и Айрат Дильмухаметов, и организация Башкор, то, что была запрещена. Все это при Хабирове, это никто не сомневается, как бы. Но Хабирова ставил кто? Путин. Те события, если которые откручивать назад, защита башкирского языка, защита вот этих природных ресурсов, которые начали без разрешения местных жителей разрабатывать, а приказы идут непосредственно с Нижнего Новгорода, потому что там находится сегодня по Приволжскому федеральному округу вот этот вот орган, который разрешает добычу природных ресурсов. Это же все, получается, идет с центра. То есть непосредственно Путин, если бы Путин бы сидел бы там год, понимаю, можно было бы сказать, что он не виноват. Но человек сидит 20 лет, и он создал эту систему. Как он не виноват? Руслан, смотри, что я имею в виду. На самом деле мы, может, об одном и том же говорим. Тут вот, чтобы неправильно не поняли слушатели, в первую очередь, что я говорю, что они не виноваты, да? Нет, они виноваты, но их вина лежит немножко в другой категории. То есть все названные, в том числе Путин и его приближенные, у них есть вина, но она другая. Я хотел сказать, что если мы будем их вину обсуждать, это будет вот размытие вопроса. Мы же хотим именно сконцентрироваться, да, то есть фокусировать и более конкретные вещи обсудить. Вот я вот это имел в виду, больше про местных властей. То есть поговорить именно про их попустительство. Но я надеюсь, смог объяснить. А я вот именно что считаю, что если обвинять во всем только местные власти, то мы действительно не найдем корень проблемы. Потому что вот тот же самый Ильдар Юмагулов, он обвиняет во всем только Хабирова. И считает, что вот если обращаться к Путину, к Бастрыкину, то вот они там разберутся на месте. И поэтому я считаю, что вот самый корень проблем — это федеральный центр. Это непосредственно Путин, персоналистическая власть, которая сидит там, и она непосредственно рассаживает таких людей, которым дает волю делать так, распоряжаться так, как они хотят на самом деле, то есть попустительствует, но это же он рассаживает людей. То есть и я считаю...
В теологии, да, но вот если арабскими терминами рассуждать, есть такое понятие, как ихтиляф лафзы, то есть словесные разногласия. Наши с тобой именно в этом вопросе как бы именно что назвать какими терминами. Вот ты говоришь, давай их назовем корнями, я их бы назвал почвой, Руслан. Тот, на кого ты как корень указываешь, это почва. А корни это как раз вот местные власти. Но я думаю, мы это, чтобы сильно как бы сейчас не уйти в сторону. Вот так. То есть просто так договоримся, я думаю. Есть почва, есть корни. Да. Корнями я вместе. Ну, то есть, как бы, если подвести итог вот этому вот началу нашему, то непосредственно виноваты их вот в том, что просто люди почему-то собрались возле здания Баймакского суда и почему-то начали драться с ОМОНом, и после этого их всех посадили, но это же не так на самом деле, да, то есть что-то их сподвигло туда прийти. И когда сейчас говорят о том, что их собирали там какие-то провокаторы, которые вот непосредственно всех собрали и направили их. А сейчас есть такие показания, что там якобы люди ходили с рациями, там с валютой в кармане, уже там, вот, направляемые из-за рубежа и так далее, и так далее. То есть люди хотят все это вывести так, что как будто бы вот какая-то сила, какой-то там тайный орден сидит и размышляет: так, давай-ка мы сейчас организуем беспорядки в Баймаке. И вот они там... Но можешь, Руслан, не скромничать, сказать, я и есть та самая сила, да? Вот этот орден. Ну, да, меня сделали виноватым. Я, кстати, прохожу по этому делу как будто как один из главных организаторов, который якобы собрал там шайку-лейку в республике Башкортостан, снабдил их рациями, снабдил их валютой, направил их, и они уже непосредственно на местах там ночью завели трактор, нагребли снега, это все по показаниям, нагребли снега, короче, который, чтобы он застыл за ночь, и этим снегом потом кидаться в ОМОН, вот, там прутья какие-то там в снег, в сугробы понавтыкали, ну, в общем, вот такой вот бред, это все реально в показаниях есть. Но, еще раз хочу сказать, что почему произошли данные события, это мой взгляд личный. Я считаю, что та политика Путина, которая шла с начала 2000-х годов, когда он пришел к власти, когда постепенно начали сворачивать наш башкирский язык, не только наш башкирский язык, но и вообще все языки национальных республик, когда начали отниматься полномочия у национальных республик, когда не продлили больше договор о разграничении полномочий, отняли суверенитет, потом убрали президента, потом начали сажать, преследовать наших национальных лидеров, и так далее, и так далее. То есть начались отъемы, начались попытки разграбления наших природных ресурсов, когда при первой нашей конституции 93-го года Республики Башкортостан, там был такой пункт, что все природные ресурсы Республики Башкортостан принадлежат его многонациональному народу. Этот пункт убрали. Сейчас все природные ресурсы непосредственно принадлежат и распоряжаются непосредственно центром, федеральным центром. Он в любой момент найдут у нас под твоим домом, Мушмурат Хадрят, найдут залежи алмазов, спрашивать никто не будет, дадут разрешение оттуда, с федерального центра, точнее, с Приволжского федерального округа, который находится в Нижнем Новгороде, и данный участок начнут разрабатывать, не спрашивая с местными жителями. Что сейчас происходит и в Подольске. Нашли залежи меди и выселяют целое село. Вот. Ну, как и у нас, собственно, выселяют села. Да? Да, и вот эти события, которые постепенно накатывались, давили на общественность, на народ. Когда у нас в 17 году Путин сказал, что родные языки не обязаны изучать другие народы, тем самым сразу же уничтожил практически наше национальное образование. Когда ЕГЭ сказали, что можно сдавать только на русском языке, тем самым перевели практически все школы на русский язык обучения. Когда отменили факультеты практически во всех национальных республиках, где подготавливали кадры и так далее. И это вот все, накапливалось. С этим боролся, в том числе, да, с этим боролись в том числе сперва Кук-Буре, потом
организация Башкорт. Было также много других национальных организаций. Я не говорю, что как бы, да, был Тугантель, такая организация, которая непосредственно там защищала башкирский язык. Там еще были там организации, которые поднимали эти вопросы так или иначе. В области религии то же самое, было очень много проблем. Постепенно закатывали в асфальт там мусульман Республики Башкортостан, ну и других мусульманских республик. Сажали, убивали, похищали. Это все, скажем так, деструктив, вот этот деструктив, который нес это федеральный центр в нашей республике, он постепенно накапливался среди людей. И когда вот уже пришел Хабиров, мы уже все почувствовали, что вот это вот конкретное, четкое прям давление на национальное движение, на башкирское. Запретили организацию Башкорт. Даже до запрета еще организации Башкорт Хабиров в прямом эфире говорил, что это нацисты, что их надо, мы будем с ними бороться и так далее. То есть начал угрожать. Организация еще не была не признана экстремистской. Она была очень популярной. С ней встречались депутаты, приходили к нам в офис, открыто проводили дискуссии, да, клуб дискуссионный у нас был. На наши акции приходили различные элиты башкирской, я бы так назвал, да, писатели, поэты, различные там ученые и так далее, и так далее. Нормальная организация была. И вот он ее запретил. Посадил Айрата Дильмухаметова, потом посадили Рамилю Саитову, потом посадили Лилию Чанышеву. Это все было, вот оно, последние дни, все сильнее и сильнее. И вот Фаиль Алсынов, он оставался один практически последний из таких достаточно, ярких, может быть, не последний, но один из таких ярких лидеров, который оставался еще на свободе, и постоянно к нему какие-то были претензии и давление. В итоге нашли до чего докопаться за выступление в том же Ишмурзино. Мы помним все события, которые были в Куштау, да, которые тоже имели очень большое значение, наверное, для общественности Республики Башкортостан, которая почувствовала, что она может объединяться, может побеждать, отстаивать свои интересы. И после этого было, я помню, что отстояли Кыргызстау, когда в Абзелиловском районе собралось там около 3-5 тысяч человек. Вот. И вот с одной стороны вроде бы консолидировалось башкирское общество, а с другой стороны началось сильнее давление, плюс началась война. Мне пришлось уехать, тебе, Ишмурат Хазрят, пришлось уехать. Да Фаиль Алсынов сказал, никуда не поедет, да, хотя я ему говорил, что уезжай, тебя рано или поздно посадят. В итоге завели уголовное дело. И завели уголовное дело, мы же все прекрасно знаем, он никого не избивал, он ничего не украл, он никого не убил, он ничего не сделал такого, за что можно было бы сажать. Но нашли, докопались за какие-то слова, извернули, вывернули, перевели и посадили за это человека. Народ пришел, он же видел всю эту несправедливость. Это лично мое мнение, что его никто не собирал там силой, там, да, как-то там самовнушением чего-то. Он пришел сам по своему собственному желанию именно поддержать Фаиля Алсынова. Пришли не на какой-то митинг, не на какой-то там пикет, не на какую-то там несанкционированную какую-то акцию. Пришли поддержать человека к суду. В суд, я помню, мы ходили к Фанзилю Ахмедшину, когда его судили. Собиралось там по 50, по 100 человек. Ишмурат Хазрят. Так же было. Да, то есть, нормально люди могут прийти и поддержать. В каком количестве, нигде это не регулируется, в каком количестве должно приходить, собираться или что-то. И мы помним, что 15 числа, когда произошло первое судебное заседание в Баймаке, люди пришли мирно, да, людей призывали. Людей приглашали прийти, поддержать, мирно приглашали. Ишмурат, как ты считаешь, вот это была ошибка в том, что людей приглашали, или это нормально? Вот смотри, я как раз с этого места еще хотел бы внести тоже, да, кое-какие мысли. Буквально вчера мы разговаривали тоже с близким кругом людей, которые понимают, что там происходит. И в том числе мы обсуждали вот эти тезисы от некоторых людей, что кто-то взял, сподвиг
собрал, там объявил, и народ, видите ли, там ну, поднялся, прибежал в таком количестве. Вот я говорю, давайте, парни, методом от противного, да, как в математике принято доказывать. Вот методом от противного. Представим такую картину. Я со своей аудиторией, допустим, делаю какое-то видео. Ребята, не ходите туда. Да? Кто-то другой сделает, третий. И ну вот мы, используя свою аудиторию, свои инструменты какие-то, каналы и так далее, мы бы останавливали этих людей. Сколько человек мы смогли бы остановить? Ну, ладно, послушав Ишмурата, не пришло бы там 50, предположим, да, 100. Но там было сколько вот тысяч, последние данные там. Ну, от трех до 5 тысяч примерно. Но очень немало, одним словом. То есть тут, Первый день так было очень много, да. тут надо знать особенность народа башкирского. Да? Башкирский народ очень остро реагирует на несправедливость. Это во-первых. Во-вторых, если вот он решил прийти, собраться, но это как на Куштау. Вот такое количество никто не мог бы предполагать и не предполагали. Я просто эти дни хорошо помню, когда вот к подножию в деревне Урнак мы подходили, там силовики сами говорили, в шоке. Такое количество, они не были готовы на такой наплыв людей. И то же самое вот здесь. То есть люди действительно пришли по зову сердца. Но давайте вот другой пример. Когда на протест строительства храма звали же, мы же помним эти события, то есть используя разные каналы, там кто-то через видео там писали, приходите, вот, чтобы на месте городища башкорт ничего не строили. И туда, ну, пришла небольшая куча людей. Многие еще возмущались, как бы так не свои эти не можете отстоять. То есть места значимые, где есть какие-то ну, археологическую ценность представляющие вещи. Да, ну, не пришел народ. Вот такой он, башкирский народ. Если дело касается явной несправедливости, касается вот именно как бы разграбления земель, там порчи природы, все такое, вот они пришли, а на что-то другое вот они не смогли их сподвинуть. То есть это в этом я убежден, что люди пришли, потому что они видели явную несправедливость. Но я уже молчу про такие тонкости, как вот это заявление от самого Хабирова, да, ну, то, что возмутило людей. Поэтому, когда кто-то сейчас говорит, вот используя свои зарубежные связи, какие-то провокаторы собрали, ну, тогда возникает вопрос, это что за у вас такие возможности, что вы не можете ничего противопоставить. У вас СМИ, у вас вся интеллигенция, у вас все деятели культуры, да? Ну, по-моему, проще назвать то, чего у них нет. У них в руках все. Но, тем не менее, они смогли остановить. И Шмурат Хадрят, тут же надо еще как бы немножко определить то, что кто говорит, что собрали людей провокаторы. Если это говорит власть, то как бы, ну понятно, они должны об этом говорить, потому что у них другого выхода нету, чтобы как-то объяснить вот тот наплыв огромного количества людей. Но когда об этом говорят свои же, собственно, общественники, которые непосредственно участвовали в подобных же событиях, как, допустим, тот же самый Куштау, Кыркытау, да, в Тимясово, мы помним сход, сколько приехало народу. И когда они говорят, что начинают обвинять других, что вот это кто-то собрал людей, да, то здесь выглядит немножко нелепо. И вот сейчас как уже непосредственно... то есть вот я хочу завершить вот эту картинку, да, 16 числа пришло огромное количество людей, все прошло мирно, Фаиля Алсынова перенесли вынесение приговора на 17 число. Никаких провокаций не было, все близкие Фаиля Алсынова непосредственно были там.
я не знаю, контролировали они ситуацию там или не контролировали, но, по крайней мере, мы точно знаем, что никаких провокаций там не было. Все было мирно. Единственный момент там был такой, когда Ильдар Юмагулов залез на сугроб. Я потом спрашивал, зачем вы дали вообще ему сказать то, что он сказал. И мне сказали просто, говорит, мы, говорит, ну, немножко, говорит, офигели. Он, говорит, залез, говорит, как бы, да, и начал, говорит, вот говорить. Сперва думали, что как бы будет, ну, там немножко как бы обычная речь, да, там в защиту там Фаиля вообще вот по этим событиям. А он, мы все слышали, как он начал говорить о том, что довой Хабирова, просим Путина, уважаем, это обращение было к Путину, обращение там было непонятно к кому еще, что просим вас ввести прямое управление, внешнее управление над Республикой Башкортостан. Это конкретно четкое политическое заявление. То есть, это, во-первых, это очень глупое заявление. Вот, на мой взгляд, я вообще всегда такой человек, когда говорю прямо, открыто, to right time, да, вот, как есть. Я считаю, что это очень глупое заявление. Человек, который такое произносит, он либо не понимает, о чем говорит, либо это провокатор. Потому что внешнее управление это конкретно, то есть убирается полностью правительство Республики Башкортостан. Убирается все управление и непосредственно всей нашей республикой управляет Москва. Это говорит о том, что сразу же смысл вообще нашей республики, она состоятельна вообще или несостоятельна? Нужна она вообще тогда или нет, если она управляется напрямую из Республики Башкортостан? Может быть, ее стоит тогда ликвидировать, да? То есть вот возникают такие вопросы. И я уверен, что именно после 15 числа, когда собралось такое огромное количество людей, когда увидела не только республиканская власть, а там же все кадры вот с этих событий, они тут же облетели весь мир. И вот это заявление Ильдару Юмагулову, оно точно так же облетело все СМИ. Все СМИ оппозиционные, где вот, там и Ильдар Юмагулов практически в каждом каком-то СМИ, который там от 100 тысяч до миллиона подписчиков, он появился везде там. И это сразу же стало делом не Хабирова. Это сразу же стало делом Москвы. То есть, когда какой-то регион, который вроде бы там, ну, республиканские власти или там местные власти должны были контролировать, и они не смогли проконтролировать эту ситуацию, и она вышла из повестки республиканской в общефедеральную, даже мировую повестку. А на тот момент мы помним, что события в стране вообще, каких-либо крупных митингов уже давным-давно не было. И вот эти вот события, которые произошли в Республике Башкортостан, они, ну, реально ошарашили общественность, что, оказывается, еще могут собираться там, да, вот в стране, где как бы вроде бы все зажали, всех закрутили, за слово «мир» там всех сажают сразу же, а тут раз и 5000 человек вышло, и тут еще обращение к Ильдару Юмагулову. Еще раз говорю, это обращение было очень глупое и провокационное. Это провокационно. И вот после этого уже, на мой взгляд, это я так считаю, что уже в свои руки непосредственно дело взяла Москва. Почему я так считаю? Потому что сразу же после этих событий, в ту же ночь, вечером, начали ломиться в дом. Мы помним, был прямой эфир Ильдара Юмагулова, когда его пытались там вытащить из дома. Ломать начали его там арестовывать. Тут же арестовали всех близких друзей Фаиля. Мы помним их всех там. Фанзиля Ахмедшина, Ювая Аралбаева, Ильнара Галина и многих-многих других. Там человек 10 их арестовали. Арестовали и все, и они больше не вышли. То есть к 17 числу вообще не было никаких призывов. Я не видел ни одного призыва, чтобы люди говорили о том, что давайте соберемся на 17 число, так как отложили на 17 число решение суда, давайте снова соберемся. Если кто это видел, так подобные заявления от каких-либо общественников, пожалуйста, отправьте. Отправьте, мы посмотрим. Я лично не помню такого, потому что некому уже было призывать. Все сидели. Все сидели. Плюс мы помним, тот же вечер, 16 числа, уже Фаиля Алсынова объявили федеральный, как экстремист и террорист, внесли в список. Было выступление по БСТ, начались крутиться видео различные, там, порочащие Фаиля Алсынова,
начались призывы, что уже призывы со стороны власти, что не приходите, иначе там будут последствия для вас и так далее, и так далее. То есть это уже было со стороны властей непосредственно шло. Ишмурат Хадрат, так же было? Или не так? Или я ошибаюсь? Да, все верно. То есть вот то, в чем Фанзиля обвиняли, что он там людей собирал, это было не на 17-й. Да. Да, 17 он собирал на 15-е приглашал. Как приглашал и тот же самый и Юлай Аралбаев, и другие люди, там огромное количество людей. Но те люди, которые приглашали на 15 число, все было чинно, все было спокойно, и мы все это помним. И сейчас говорить о том, что люди виноваты в событиях, которые произошли 17 числа, но во-первых, это либо ты не помнишь то, что было на самом деле, либо ты перемешиваешь, у тебя в голове все перемешалось, и ты не можешь сопоставить дни и события, которые предшествовали всем этим дням. Итак, 17 числа произошли события, когда начали драться, кто начал, непонятно. Факт в том, что видели провокаторов, которые там непосредственно за спинами ОМОНа кидали в снег в людей. Я так считаю, что, наверное, скорее всего, в них кидают, они начали кидать в ответ. Ситуация накалялась и перешло все в драку. Вполне возможно, башкиры народ горячий. В итоге, что мы имеем? Всех посадили. Прошло полгода. Вроде бы все объединились в этой общей беде. Начали помогать задержанным. Все обвиняли только Хабирова. Я плюс дополнительно обвинял еще и Путина, потому что я считаю, что это произошло еще... Как я говорил, кстати, что вот многие говорят о том, что Ради Хабиров непосредственно написал заявление на Фаиля Алсынова, и из-за этого якобы на него возбудили уголовное дело. На самом деле не так. На самом деле было видео в аспектах, куда приходил адвокат Фаиля Алсынова Ильнур Суюндуков, и он там в прямом эфире сказал о том, что уголовное дело на Фаиля Алсынова было возбуждено раньше, чем появилось заявление Ради Хабирова, на месяц примерно раньше. Непосредственно один из сотрудников ЦПЕ, фамилию я его не помню, он там называет, кстати, просматривая социальную сеть ВКонтакте, в одном из пабликов башкирских, по-моему, подслушано Абдилилова или черное-белое Абдилилова, что-то не помню, связано вот с Абдилиловским, точно было. Увидел видео выступления Фаиля Алсынова в селе Ишмурзино, на том сходе знаменитом. Он посчитал, что там были какие-то призывы, какое-то оскорбление, передал это видео на перевод к нашему знаменитому эксперту Хужахметову, который перевел так, как было нужно, и он, по его словам, там действительно было какое-то разжигание и оскорбление. По этому факту завели уголовное дело. И только потом уже это уголовное дело дополнил, усилил, можно сказать, да, Хабиров. А потом еще дальше там был его еще один там зам, еще один написал заявление на Фаиля. Вот. То есть уже говорить о том, что непосредственно Ради Хабиров виноват и делать его во всем виноватым, это неправильно. Он виноват, несомненно. Но здесь надо понимать, что Фаиля Алсынова преследовала власть. Не республиканская, а силовики. А силовики у нас относятся к федеральной власти. То есть непосредственно федеральная власть была заинтересована в том, чтобы посадить Фаиля Алсынова. Это надо всегда держать в уме. И когда вы говорите о том, что мы сейчас Хабирова уберем и поставим вместо него какого-то там другого, там, любого другого, там, Табуреткин, Пупкин, там, не знаю кто, Евалов, ничего не поменяется. Абсолютно. Ну, на мой взгляд, силовики, как они управляли, как они шили дела, как они заводили уголовные дела на других людей, так они и будут это делать. Ишмурат Хадрат, вот заканчивая по вот этим событиям, вот, твое мнение. Вот. Тут еще надо один момент тоже Руслан упомянуть. У них было время, чтобы сделать выводы. Вот то, что народ возмущен, народ пришел, да, требовать справедливости. Вот
это же все-таки тоже немножко продолжение Куштау, да? Ты согласен же? Конечно, это эффект Куштау, так называемый, конечно. Да, уже такой термин тоже ввели. Но у людей, я имею в виду у местных, ну и не только у местных, я тут с тобой полностью согласен, потому что эксперты, они, как правило, не только местные. В Москве тоже анализируются события, которые происходят в Башкортостане. У них было время изучить вот этот кейс, там, протестный потенциал. Я, кстати говоря, однажды сидел, гуглил, смотрел, что пишут про протестный потенциал в Башкортостане. Я даже наткнулся на один файл, там исследователи, такие эксперты пишут, что все нормально, ребята, в Башкортостане протестный потенциал низок, нет такого, что люди там выражают свое мнение публично. Это, кстати, до Куштау были вот такие документы, файлы, да? Вот. А потом произошел Куштау. Ну, ты изучи немножко вопрос, что может сподвигнуть народ, что он может вот так взорваться, возмутиться. Да, эта работа была проделана? Не была. Поэтому, разумеется, держа в уме, что почва, на которой вот эти местные власти растут, почва это Москва и Кремль, да, мы в то же самое время, ну, вот эту вину местных тоже не должно умалять. Это, Рустам, ты понимаешь, это и руки, и ноги, и глаза, и в чем-то даже, ну, мозг, продолжение мозга. То есть большая их вина вот в этом тоже есть. И сегодня Несомненно. надо упоминать. Если выходят какие-то люди, говорят, вот, кто там, ну, пригласил, ну, как кто там провокатор, дайте-ка поднимем вот этот полугодичный кейс, да, там, кто кого собирал, там, кто какие видео записывал, ну, хорошо, а почему, если ты среди своих же близких людей ищешь виновников, так почему ты еще 2 шага не сделаешь, там, не изучишь, ну, какой был вклад у местных властей вот во всю эту фигню. То есть, я думаю, вот этот абзац мы тихонько продолжим. Несомненно, я не перекладываю вину только на одного Путина. И, конечно же, если мудрый какой-то управленец сидит здесь, а мы все понимаем, что здесь не избираемые люди, здесь непосредственно посаженные, которые просто потом через фальсификацию выборов утверждают себя здесь в республиках, вообще в регионах. Так вот, если был бы какой-то мудрый человек, он бы старался бы найти общий язык со всеми. Общий язык, вникать в проблему, как-то пытаться решить их. А насколько я знаю, команда Хабирова, она всегда действовала ломая через колено общественность. Они никогда не шли на какие-то договоры, они либо ставили ультиматумы, либо просто начинали ломать. Я помню, как они поступали с организацией Башкорт, как они нам поджигали здание, где мы собирались, хотели провести третий съезд башкирского народа. Как они нас выгоняли со Всемирного Курултая Башкир, мы все помним это, да, событие. Как они исключили всех законно избранных делегатов. И многое можно перечислять. И Бадранов, он прославился еще до того, как он пришел с командой Хабирова, тем, что в Москве он непосредственно с мусульманских девушек снимал платки, заставлял снимать, чтобы они там не ходили, да, в платках. Это мы все знаем об этих людях. И никаких, естественно, с них кто-то вину какую-то не хочет снимать, никто не будет. На них огромная вина. Именно они непосредственно развязали войну с башкирским национальным движением. Теперь... Это, извини, Руслан, но вот это, да, важно озвучить для чего? Для сегодняшнего дня и для будущих поколений. Чтобы вот изжить из нашей среды предателей из местных. Чтобы вот, ну, пропала вот эта культура быть глазами, руками, ногами, там, как Ильдар Юмагулов говорит, вот этого внешнего управления, какое ты хочешь внешнее управление, оно уже действует. У этого внешнего управления есть свои глаза, руки, ноги, да? Вот, чтобы немножко понять, что есть вот такие люди и что их не должно быть. Ну, скажем так, местные предатели. Этого слова, наверное, не надо бояться. Ну, и вот перейдем к нашим дням. Итак, буквально несколько дней назад началась так называемая фитна
вот башкирской общественности. А началась она с того, что известный достаточно общественник, многие знают его, особенно по событиям на Куштау, Урал Байбулатов непосредственно, сделал видеообращение с вопросами к Фанзилю Ахметшину. И в этих вопросах он почему-то начал задавать такие вопросы, на которые мы только что здесь отдали ответы. Если человек как бы располагает всеми данными по тем событиям, которые произошли, может аналитически складывать дни, какие предшествовали события, которые после последовали, то любой человек половину ответов сразу же даст. Прям там же скажет Урал Байбулатову: ты что задаешь вопросы, там, как 17 числа никто не мог собирать людей, если они сидели, то есть, да, Фанзиль Ахметшин точно не мог собирать никого. Вот. Начались какие-то обвинения непонятные. На это Фанзиль Ахметшин ответил. Я считаю, что достаточно четко, по пунктам ответил. И попросил привести доказателей того, что там якобы Фанзиль Ахметшин ездил там по родственникам баймакских задержанных и уговаривал их признать вину. Но он сказал: приведи этих людей. Урал Байбулатов не то что не как-то прокомментировал это, не принял эти ответы, он тут же выпустил второе видео. Мгновенно. Выпустил второе видео. Да, он уже выпустил видео, ссылаясь на слова Ильдара Юмагулова. То есть уже в этот конфликт начали вовлекаться еще люди. Вовлекли Ильдара Юмагулова. Потом данные видео Урала Байбулатова начал распространять со своих ресурсов, информационных ресурсов, организация «Патриоты Башкортостана». Последняя, наверное, независимая башкирская организация, которая у нас осталась, которая еще как-то действует. Почему-то она решила ввязаться в этот конфликт и тоже начинать искать виноватых. Через полгода приближаются выборы главы республики, да, Ради Хабиров там собирается переизбираться на новый срок. Вроде бы общая беда, нужно всем объединяться, нужно стараться дальше помогать семьям задержанных. И тут начинается поиск врагов, начинаем искать ведьм среди друг у друга, кто виноват, кто в этом виноват, что происходит. Вовлекли Ильдара Юмагулова. Ильдар Юмагулов в свойственной своей манере очень жестко, провокационно начал отвечать, и обвиняя, там уже зацепили Буранбая Аскарова. Тут сегодня Буранбай Аскаров ответил. То есть до этого там Сагит Исмагилов, председатель, началось вот такой кавардак. Все друг друга обвиняют там в работе на ФСБ, в провокациях, там еще в чем-то. Вот это вот, Шмурат Кадыров, ты можешь прокомментировать? Во-первых, Руслан, я вот видео выпустил по этому поводу на заставке. Да. Если внимание обратить, да, там. Я видел. Урал, потому что основной диалог, не диалог уж, а такой обмен, переписка между ними произошла. Это, конечно, плохо. Это непонятно вот со стороны Урала, в частности, почему он именно эту тактику избрал. Вот я публично, задаю тебе такие-то вопросы, по сути, обвинения, на которые последовали ответы. Фанзиль, в принципе, все по пунктам ответил. Сам же Урал говорил: если я в чем-то там ошибаюсь, я готов извиниться, да? Видно же, что ты ошибался, действительно. В ответ он дальше разгоняет. Ильдара Юмагулова видео отправляет в качестве ответа. Казалось бы, должны быть на одной стороне Ильдар и Урал. Потом выясняется, что Ильдар в корне не согласен с Уралом. И не только с Уралом, а вообще со всеми. Вот такой вот бардак. Короче говоря, я полностью согласен, что это очень плохо. То есть зря Урал, он будет это видео смотреть. Зря ты это, конечно, начал. Ни к чему этому хорошему не привело. В этот момент такие вопросы поднимать, точно не в нашу пользу. Это во вред всему БНД. Кстати говоря, мы БНД тоже обсудить должны, я уверен, да? Обсудим, да. Для всего,
нашего общего дела. Ну, назовем его для общебашкирского дела. Все, что хорошее делается ради башкир, для башкир, вот это и есть БНД. И вот на это БНД, ну, честно говоря, по нему был нанесен большой вред этим видео. Ну, Я мен ведь айттым бая, что я прямой человек, да, я привык говорить прямо и достаточно жестко, поэтому у меня своя будет формулировка всем этим событиям. Судя по тому, по последним событиям в стране вообще, да, что начались массовые репрессии общественников и политических деятелей. Посадили огромное количество людей не только в Республике Башкортостан, вообще по всей России. Мало того, не просто посадили, убивать начали, да, в тюрьмах. Мы по кейсу Навального мы это прекрасно понимаем. Огромное количество вынуждено было уехать. Но сейчас на многих заведены уголовные дела. Многие находятся в розыске. И вроде бы, да, у нас в Республике Башкортостан, на мой взгляд, зачистили всех наиболее видных, наиболее таких грамотных, наверное, политических деятелей, которые могли формулировать мысли, которые могли непосредственно объяснять народу, где правда, где кривда, да, то есть черное от белого отличать, обозначать конкретно цели нашего башкирского национального движения, конкретно обозначать врагов, которые непосредственно вредят на Республике Башкортостан, вредят башкирскому населению и так далее. Их всех посадили, их всех нейтрализовали, поле практически зачистили. Остались те люди, которые, ну, на мой взгляд, приспособились к сегодняшней ситуации, так или иначе. Никого ни в чем не обвиняю. Каждый выживает так, как может. Кто-то захотел, уехал. Кто-то сказал, я никуда не буду, буду продолжать свою общественно-политическую деятельность. И делает так, как он может делать. Но все прекрасно понимают, лично я считаю, что в дальнейшем эти репрессии будут продолжаться. Будут продолжаться и будут продолжать уже зачищать тех, которые остались. И я это понимаю. И это понимают те наши общественники, которые сейчас остались в республике. И на мой взгляд, они, начиная вот эту фитну, они тем самым свою задницу прикрывают. Они прикрывают свою задницу, пытаясь обвинять не Хабирова с Путиным в событиях баймакских, а уже начинают между собой искать, на кого-то перекладывать вину. Я не знаю, с какой подачи. Взяли они это с головы со собственного умысла. Или это им подали так, или попросили их так это сделать. Я не знаю об этом, поэтому утверждать не буду. Но факт в том, что виновников проблем от них увели и переключили внимание общественности совершенно на других людей, которые не виноваты в этой ситуации. Они лишь виноваты только в том, что они призывали людей на 15 число, когда ничего не было, и тогда перенесли суд на 17, где уже что-то случилось. Вот. Сейчас делать из них виноватых, это уводить, еще раз говорю, вину непосредственно с ФСБ, непосредственно с МВД, непосредственно с Путина, непосредственно с Хабирова, Бадранова и всей этой сволочи на таких же общественников. На них перекладывать вину. И вы думаете, что вы тем самым спасете свои задницы, что ли? Да, тот, кто сделал подписку там, да, о сотрудничестве, возможно, они спасут задницу свою. Возможно, тот, кто начинал все это, вот для чего он это вообще делал, да, для чего, то есть, и с такими же, он подает же непосредственно с такими, я конкретно говорю сейчас про Урала Байбулатова, подает это так, нам нужно, как он говорит это, лечить, что ли, себя как-то, вот так как-то преподносит он это, да, мы должны вот сами себя очистить якобы. От кого очистить? Для чего очистить? И нас и так не осталось никого. Еще мы начинаем между собой здесь кусаться на потеху врага. Я уверен, что там Бадранов в Белом доме угорает, наверное, с Назаровым сидят и просто ржут над тем, что мы, башкиры, вот перевели внимание с Хабирова на Фандиля Ахмедшина, на других людей, непосредственно. На Фаиля Алстынова сейчас многие обвиняют. Обвиняют многие непосредственно адвоката Фаиля Алстынова, Ильнура Суиндукова. Его обвиняют. Это мое мнение, что вы, ребята, ошибаетесь. Вы тем самым не спасете себя. Ни Сагит Исмагилов не спасет себя. Вас всех посадят.
Это вот я, на мой взгляд, я это думаю так, что репрессивная машина, она не остановится, она будет идти до тех пор, если эта система останется еще какое-то время, потому что эта машина репрессивная, она раскрутилась до такой степени, что ее сейчас не остановить. Она будет пожирать дальше. Она начала с крупных игроков, будет все дальше и дальше перемалывать всех. И я до этого говорил, что по организации Башкорт рано или поздно всех, которые были в организации Башкорт, наиболее видные люди, до них тоже дойдет. Как это было, мы через это проходили все в 1937 годах. Когда сперва зачистили одних в 1932 годах, потом в 1937 переключились уже на тех, кто вроде бы в 1932 годах там уже вроде казался нормальным, перешел на сторону советской власти. Даже Муса Муртазин, мы помним, обвинял Заки Валидии, что он якобы там буржуазный националист. Но наступил 1937 год, и Мусу Муртазина расстреляли то же самое, обвинив в буржуазном национализме. Дойдут до всех. И, ребят, такими способами вы не спасете. Во-первых, по крайней мере, вы останетесь в памяти башкир как люди, которые вместо того, чтобы называть черное черным, белое белым, вы начали делать наоборот. Это, на мой взгляд, вот это я так считаю. Согласится со мной Шмурат Хадрат? Нет, я не знаю. Ну тут вот справедливости ради, да, я уверен, что слова там прикрывая свою пятую точку, вы говорите, кто-то там многих обидит, потому что ну, мне лично кажется, что вот в этих видео последних дней там не у всех именно такая цель. Это фитна, смотри, разговор же начался с выступления Урала, да? Да. Вот смотри, открутим назад логику. Урал, ну, если на то пошло, Уралу, в принципе, так не нужно как-то себя оправдывать, обелять, он же не был, ну, организатором, он людей туда не звал. Все правильно. Ну, если я ошибаюсь. Да, вот он. И не было его там. Да. Но тем не менее, он вот, Урал, ты выходишь, говоришь, вот Фанзиль ты звал, почему ты звал? Ну, такой был. То есть, если этот разговор начал Урал, то почему начал Урал? Вот на этот вопрос у меня, Руслан, ответа нет. Я не хочу размышлять, как это делает сам Урал, ну, немножко в таком в конспирологическом ключе, да? Потому что я не знаю. Вот прошло полгода, Урал, что тебя сподвигло, ну, поднять этот вопрос, я не знаю. У меня на этот вопрос ответа нет. А потом уже дальше, кто вот там выступил, ну, ответил, вроде бы как ответил ему, на самом деле там продолжилась фитна. Ну, я хочу сказать, не совсем в том ключе, чтобы себя обелить, а люди просто пытаются ему ответить, но тем самым дальше подогревают эту фитну. Кстати говоря, мы сейчас еще дальше обсудим некоторые, мы же не завершили этот разговор, да, вот эти ответы. Нет, и вот тут началось вообще очень смешное дальше, да, то есть мало того, что начали обвинять друг друга, потом тут Ильдар Юмагулов включился, теперь о Ильдаре Юмагулове. Ильдар Юмагулов, по моему мнению, это человек честный достаточно, открытый, горячий. Насколько я знаю, ну, достаточно открыто и честно защищал там природу Башкортостана. Но далеко не образованный человек. Необразованный, неграмотный. Человек, который не разбирается вообще в общественно-политической ситуации. Мало того, еще и сторонник возврата СССР. И вот это все наложившись, да, человек начал нести, на мой взгляд, вообще какую-то чушь. Чушь о том, что СССР, он до сих пор сохранился, что он до сих пор там находится в стране, которая в составе СССР, тем самым оскорбляя Казахстан и вообще всех казахстанцев, которые там, ну, добились своей независимости. Да, он там, ну и получается, и я не покинул родину, получается. Ты меня до этого там оскорблял, как только не оскорблял, что я там убежал. На самом деле я-то не убежал, оказывается, я же на родине нахожусь, да, на твоей родине, да, на самом деле. Я литовцам только респект за то, что они сделали свою страну независимой.
Так вот, помимо вот этой вот чуши, он постоянно почему-то говорит, во-первых, мне его вот это вот действие, которое он постоянно совершает, наверное, уже раз, наверное, 50, наверное, я так думаю, что он обратился к Бастрыкину и к Путину с просьбой помочь, разобраться и так далее. И ни разу ему не ответили. У Бастрыкина, да, есть у него такая манера, там какое-то резонансное событие происходит, он там тут же выходит новость, Бастрыкин взял на заметку вот это событие. И наши общественники, все, давай пересылать друг другу, смотрите, Бастрыкин там вот прокомментировал, взял на заметку, сейчас он там разберется. Тот же самый Буранбай Аскаров, да, себе в заслугу поставил то, что якобы раз прокуратура запросила Ульябаеву 10 лет, вот это первому осужденному по Баймакскому делу, а дали ему 5 лет, то это заслуга Бастрыкина, точнее заслуга тех общественников, которые много раз обращались к Бастрыкину, и из-за этого только дали ему 5 лет. Ну, это вообще, на мой взгляд, инфантилизм полный. Дальше, по Юмагулову. И вот он начинает говорить, что про БНД. Что такое БНД? У нас никогда не было БНД, его никогда не существует, никого не слушайте, слушайте только меня, я все знаю. БНД, Башкирское национальное движение, существовало всегда. Вот нам, его может каждый по-разному трактовать, да? Кто-то говорит, что оно началось с основания Первой Башкирской республики Заки-Валиди, которые называли себя башкирскими националистами. И у фильма про Шейхзаду Бабича, Бабич, да, так и называется, Бабич, там вы услышите даже слова, где он говорит, что запишите меня башкирским националистом. Там несколько раз упоминается слово башкирское национальное движение. Потом башкирское национальное движение с яркими красками вспыхнуло в 90-х годах, когда начался суверенитет, когда наша республика обрела там какие-то права государственности, когда начали отстаиваться там башкирский язык и так далее. Это башкирское национальное движение. В башкирское национальное движение входят различные организации, различные общественники, различные политики, которые борются за права и интересы башкирского народа. Это не какая-то организация структурированная, которая там где-то какой-то там глава сидит, у него есть подчиненные, и вот они какой-то тайный орден, они там непосредственно что-то там делают, решают там. Нет, это общая масса тех людей, которые вносят свой вклад в развитие башкирского народа, в защиту его прав, поднимают вопросы, поднимают проблемы. Мы помним митинг Рами Гарипова, который организовал митинг вместе с писателями в защиту башкирского языка. Это тоже башкирское национальное движение. И у нас сегодня оно продолжает существовать, тем более у башкирского народа, который, столько лет, как бы, да, активно, вроде бы, да. И вот, Ишмурат Хадрат, твое видение про башкирское национальное движение скажи. Во-первых, насчет термина, аббревиатуры, вернее, которую Ильдар как-то хочет переделать по-своему, там, народное движение, как бы, перевернуть местами буквы. Вот, Ильдар, давай. Дело в том, что если мы аббревиатуры сейчас подправлять начнем, первую букву уберем, оставим НД, национальное движение. Уже по факту существования того или иного народа есть вот это самое НД. Есть немецкое национальное движение, ННД. Мы не будем как обозначать как научный термин это, да? Есть у французов, у англичан, потому что каждый народ... У татар есть, да, то есть у якутов, у чеченцев. Свои национальные интересы. Вот, кстати говоря, про национальные интересы я там долго объяснял. После одного видео там прибежали люди и начинают там наезжать. Какие могут быть национальные там интересы у башкир? Подождите, вы что? Есть, значит, задокументированные, да, там, интересы русских. В Конституцию вносят интересы русского этноса, да, в самом широком смысле этого слова. Любой народ защищает свои интересы, их масса, целая палитра такая. И почему-то вот кто-то в комментариях, я так понял, там из русской общины, по-моему, люди, и сейчас и Ильдаровой тоже, говорит, вот именно в такой манере его вообще нет.
БНД вообще не существует. Ну как не существует народного движения? Народное движение, национальное движение. Он уже меня, видишь, завербовал свой. Народное движение. Его термин начинает с национальное движение есть у каждого народа. Оно не в таком же формате существует, что есть где-то офис, туда принимают или не принимают, изгоняют, там отбирают билет. Но нет, национальное движение, оно всегда есть. Поэтому те, кто нас слушают, чтобы не обманывались, вот это экспрессивные, эмоциональные объяснения Ильдара, что нет у нас национального движения. Мы говорим, есть. Есть, было, есть и будет. Мы отстаиваем свои интересы. Языка, религии и так далее. Конечно, разобрались. Конечно, и тем более у такого крупного народа, как башкиры, достаточно боевого народа, пассионарного народа, свое национальное движение, конечно, есть. И вообще, на мой взгляд, я в своей книге «Записки башкирского националиста» Кукбуре, я писал, лично, на мой взгляд, я считаю, что национальное движение появилось даже не с основания Первой Башкирской Республики, а именно с того момента, когда начались нарушаться права башкир в составе этого государства. Вот когда у нас начали пытаться насильственно христианизировать, когда у нас начали отнимать земли, когда начали там облагать какими-то налогами непомерными, вот тогда начали подниматься башкирские восстания. Это тоже национальное движение. Это тоже башкирское национальное движение. Кстати, вот если по персоналиям, предположим, мы делаем какую-то энциклопедию вот этого БНД, да, и прямо картотеку личностей по персоналиям, религиозные деятели, писатели, поэты, значит, спортсмены в том числе, и вот люди, которые на разных ветках ученые делают свое дело. И мы запомним, мы увидим удивительные вещи, вроде вот каждый в меру своих способностей, профессий, но он башкирам приносит пользу. Поэтам рознь же, есть поэты, которые вот про любовь, там, березки, тополя. Были поэты, которых сейчас именно вот это самое БНД используют как символ их стихотворения, там, четверостишие какие-то, да, но имена их известны. Потом у нас есть спортсмены, которые именно популяризируют, то есть показывают, что есть такой народ. Эти спортсмены в нужный момент, они именно, свое веское слово тоже говорят. Поэтому удивительно, что человек заявляет, что БНД нет. Есть и у чеченцев, и у татар. Вот в России, если назвать такие сильные активные движения национальные, да, чеченцы, разумеется, татары. Якуты, да, у черкесов сильное национальное движение. Но да, и тут он же потом оговорился, поправил себя Ильдар Юмагулов и говорит, что вот башкирское национальное движение это вот СБМ. То есть свел все вот на СБМе, что вот тогда и было башкирское национальное движение. То есть это, еще раз говорю... Если не ошибаюсь, во время СБМ перевел, извините, во время СБМ параллельно еще какие были? Самый знаменитый это был, конечно же, Башкирский народный центр «Урал». Так. Это самое, что ни на есть башкирское национальное движение, куда входила элита, которая двигала вот эти вопросы суверенитета, которая отстаивала интересы Республики Башкортостан и башкирского народа. Это башкирское национальное движение, там лидеры были, да. Была Башкирская народная партия тогда, когда еще партии были разрешены. Комитет, БНК, вот я помню. Актамыр было, да, Актирмя были такие организации. Это все входило в БНД, Башкирское национальное движение. Да, Всемирный Курултай Башкир, это тоже башкирское национальное движение. Как бы они там не ложились под власть, но если они что-то делают полезное для башкирского народа, то они тоже входят в башкирское национальное движение. Просто стоят немножко на другом крыле. Но в любом случае они тоже считаются башкирским национальным движением. Ладно, вот как бы с этим разобрались. Извини, Руслан, если кто захочет поспорить, что его нет, это БНД, пишите в комментариях, может быть, где-то мы еще доотвечаем. Приводите свои доводы, как говорится, да?
Если как бы, ну то есть, Ильдар Ага, я призываю тебя немножко побольше книжек читать, особенно о истории башкирского народа, чтобы ты понимал, что такое вообще башкирское национальное движение, есть оно или нету. Дальше как бы, и можно закончить вот эту фитну тем, что сегодня вышло очередное видео, там уже ответ на ответ на ответ на ответ, да, ответ Буранбая Аскарова, который, ладно, там он там напал на Ильдара Юмагулова, там начал его обвинять, но в конце меня поразило его там его слова, когда он там: все те, кто уехал за пределы Республики Башкортостан, за пределы России, сительга киттыгет, хедга юл ябых, типа четко, прям жестко, как бы нам запретил приезжать. Вот эта ситуация меня, конечно, вообще рассмешила, удивила. То есть, Ишмурат Хадрят, вот что ты скажешь? Ты же тоже как бы находишься. Просто который ругает Ильдар Агая, да, опускает железный занавес с той стороны. Ильдар Агай там СССР где-то сидит, но это вообще, конечно, немножко, ну, немножко смущает. То есть стесняться, краснеть приходится. Во-первых, насчет того, что там Бурамбай говорит, Бурамбай, просто ты говоришь, там дороги для вас закрыты. Но пока что только одна сила есть, которая вот реально может закрыть дорогу, да, это таможенная служба ФСБ. Вот захотим мы заехать, и прямо там нас действительно не впустят. В лучшем случае не впустят. Да. А так, если мы уже заехали, Бурамбай, просто немножечко выбирай слова. Ну, ты фитно просто дальше разогреваешь. Мы же тоже люди, которые там без рода, не люди, которые без рода некому нас защитить. У нас тоже есть свои братья, родные, двоюродные, да. И очень много башкиров нам друзьями являются. Каким образом ты вообще хочешь нас выселить из нашей родины? Ну, это я не знаю, Руслан, вообще стоит ли обсудить. Просто я думаю, Бурамбай, если ты честный, просто да, ты, иншаллах, образумишься, таубаитырым, извинишься, может быть, это даже. Я здесь как бы так прокомментирую, что человек, который подобные вещи говорит, либо он в себя вообще поверил и, то есть, почувствовал себя чуть ли не единственным выразителем мнения башкирского народа, башкирской общественности, оставшейся в республике, и он имеет право там, да не только в республике, вообще во всем мире, то есть, да, и он имеет право тут распоряжаться, кому можно заезжать, кому нельзя заезжать, либо человек вообще просто, еще раз говорю, не понимает, что он творит. Не понимает, что он говорит, не понимает последствий. Вот эти же слова, то есть они уже все, они вот каждому еще раз хочу сказать, что когда вы что-то говорите, тем более на публику, всегда понимайте, какие последствия от этого могут возникнуть. Вот эти слова, которые произнес Бурамбай Аскаров, они уже в историю легли, и ему это будут припоминать всегда. Припоминать всегда это будут ему. Для чего он это делает, вообще непонятно. Тут я еще хочу сказать, как бы, что все те люди, которые сейчас непосредственно там есть, и Урал Байбулатов, и Буранбай Аскаров, и тот же самый Ильдар Юмагулов, все они еще пытаются меня одновременно зацепить, что якобы я вот там, тут Богак, Анда, Сит, Ильда, Ящай, что ты лезешь, уехал, как бы, да. Ребята, я вас не спрашивал, почему я уехал, и перед вами не должен отчитываться. Я всегда преследовал интересы башкирского народа. Старался, да, постоянно защищать права и интересы башкирского народа. Я даже когда был, помню, в Кукбуре, и мне сказали, что тебе больше для тебя, то есть интересы Кукбуры или интересы башкирского народа, я, конечно, сказал, что тогда, хотя там была жесткая иерархия, я сказал, что у меня интересы башкирского народа. Я в любой момент могу выйти из Кукбуры, если она перестанет отвечать моим интересам. И вот, я иду своим путем. У нас есть организация, которая объявила о том, что мы собираемся бороться за независимость Республики Башкортостан. Рано или поздно эти события настанут.
как бы вы там не пытались законсервироваться в этой вот системе, как бы вы не пытались там обвинять всех во всех грехах, что вот мы предатели, там уехали, предали. Во-первых, кого мы предали? Вот кого, вот вы, кто-то говорит, что мы предали там родину. Какую родину мы предали? В чем мы ее предали? Если говорить, что если вы называете родиной России для вас, то, возможно, да. Россию я предал, потому что она для меня не родина. Она для меня вообще какое-то там непонятное образование. Я живу в республике Башкортостан, я башкир. Для меня родина это мои башкирские земли. Я их не предавал. Всю свою сознательную жизнь в башкирском национальном движении я старался как-то поднимать вопросы, да, защищать, проводил много акций полезных в пользу башкирского народа. Если кто не знает, ну, наберите, что делала там Кукбурек, наберите, что делала там организация Башкорт. Даже выезжая здесь, я старался помогать там, когда началась война в Казахстане, открывали мы шелтер для тех, кто бежит, для башкир. То есть много что делали. И сегодня там собираем деньги, как-то пытаемся помогать. Кто-то, если ему хочет сказать, что я предал этим интересы башкирского народа, но тогда вообще не понимаю, о каких интересах тогда вы говорите. Какие с вашей стороны тогда могут быть интересы? Что вы называете вообще предательством? Не, кстати, ты напомнил, да, там один человек именно так и писал же, то уехал, тот предатель, да, ну, в комментариях, помнишь, вместе читали. Я просто опасаюсь, чтобы наивные простые люди не поверили вот этому простому тезису. Может, просто у них в голове засядет, вот, уехали и предали. Просто им можно на очень простой вопрос задать. Тысячи башкир и тысячи семей, которые в свое время уехали, да, и некоторыми из них вы не просто гордитесь, это такие столпы того самого БНД, да, настолько прочные они столпы, что если их вычеркнуть, тогда весь БНД рассыпается как бы в историческом смысле слова. Заки Валиди, Курбангалиевы выехали, да, там столько их помощников, сколько там религиозных деятелей. Они уехали. Почему? Потому что перед ними очень простой выбор стоял. Либо тюрьма, либо вот этот самый отъезд. Поэтому Заки Валиди вы же не называете предателем. Заки Валиди, как бы единогласно все БНД признает. Не знаю, откуда это появилось, вот это обвинение, я тоже, честно говоря, был очень... Это, я могу сказать, откуда появилось это обвинение. Это обвинение идет с властных структур. Именно они начали через свои вот эти вот телеграм-каналы, которые непосредственно им принадлежат, Техас Хабирова там и различные, начали обвинять во всем. Вы предатели, вы уехали и так далее. И вот человек, у которому нечего сказать, вообще вот нам нечего предъявить, начинает вот хватать вот эти вот моменты. Вы там предали, вы уехали. То есть, если есть по факту, что предъявить, предъявляйте. То есть, да, а то начинают придумывать небылицы. Какие-то обвинения в прошлом, там вы это сделали то. Тут начинают мне говорить, что я там на Куштау где-то в сторонке стоял, испугавшись там, на самом деле не принимал никакого участия там. Есть десятки, сотни свидетелей, которые непосредственно видели, да, что я там делал непосредственно. И тут какие-то люди пытаются как бы вот эти такие моменты, да, вытаскивать. Ладно, то есть перейдем дальше. То есть вот это, ребята, я как бы свое мнение сказал. То, что вы делаете, Ильдар Юмагулов это вообще отдельный момент. Человек вообще как бы, на мой взгляд, человек хоть и честный, да, открытый, горячий, да, но, как и все башкиры, но малограмотный. И вот этой своей малой грамотностью, но зато вот этой честностью, открытостью, там, как он искренне все это говорит, он привлекает огромное количество людей на свою сторону. У него там огромная поддержка. Но вот, на мой взгляд, такие люди больше опаснее, чем какие-то реальные провокаторы, но умные. Да? Вот так глупые, верящие в то, что они делают люди,
наиболее опасный. Вот как пример, да, вот плывет корабль, потерялся корабль в море, не знает, куда плыть. И вот здесь знающие люди говорят: ребята, вот солнце всходит там, значит там восток. То есть, ну, какие-то начитанные там, да, грамотные люди, они говорят: солнце всходит там, там восток, нам надо плыть обратную сторону, да, на запад. Там будет запад, соответственно, нам туда надо плыть, и мы приплывем там к земле. Но есть люди, которые не понимают вообще в морском деле, не понимают, не учились, не читали, но они красиво говорят. И вот они своими словами заводят толпу, начинают говорить: нет, нам надо плыть вот туда, и мне вот здесь амулет на шее сказал, что нам надо плыть туда, и мы приплывем, я вас уверяю в этом. Я правду говорю, вы все остальные врут. И все, и корабль, и у него появляется огромная толпа сторонников, которая его поддерживает, которая отодвигает в сторону грамотных, знающих людей, и и корабль плывет в бездну, в пропасть, где погибает, не доплыв до берега, да, без воды, без ничего. Вот, Ильдар Юмагулов ведет вас именно туда. Человек, который говорит о том, что нам нужно вернуть СССР, который обозначает проблемы, но проблемы у него все заканчиваются на Раде Хабирове. Дальше у него там какой-то сидит царь, который непосредственно разберется во всех проблемах, к которому нужно постоянно обращаться. Человек, который поддерживает СВО. Несколько раз он об этом заявлял, что он поддерживает СВО. Человек, который хочет вернуть СССР. Человек, который не ответил, когда я ему задавал вопросы, то есть как ты вообще видишь будущее башкирского народа вот в этой системе, которую ты хочешь сохранить. Он не ответил, он не может, он не знает ответы, потому что человек не понимает, что он хочет. Он обозначает проблемы, но дальше что, куда вести, он об этом не говорит. Вот, хурматты башкорттар, дорогие зрители, забудьте вы уже наконец этот совок. Умер СССР, нет его уже, все. Это вот, настолько очевидная вещь. Представьте, вот, как один писал же умный человек, если сегодня египтяне возьмут и начнут восстанавливать фараон, вот этот Египет, фараон, да, вот эту культуру, будут писать на папирусе, то есть такую же иерархию сделают, переселят там своего президента в пирамиды вот эти, да. Ну, понятно, что человека, который к этому призывает, отправить нужно в психбольницу. Кто сейчас этот совок пытается возрождать? Но что-то у него в голове не то. Какой совок? Тем более, вот куча независимых стран, в которых вот в том числе, Ильдар, и ты сидишь в Казахстане. Ну, ты хотя, кстати, там поосторожнее. Это может за это... Это может плохо кончиться. Казахи очень нервно реагируют на это. Вот. И я, как бы пользуясь случаем, уже, наверное, подытоживаю вот этот абзац, я всегда пишу, говорю и прошу, дорогие, возьмите просто и прочитайте Шаламова «Колымские рассказы». Что такое совок, если хотите раз навсегда понять, вот как он строился, там какие ужасы были, да. Вот смотрите, я сейчас за столом сижу, у меня там, совершенно случайно книга оказалась. «Тайная история», нет, не видно. Короче говоря, знаменитая книга Александр Орлов «Тайная история сталинских преступлений». Просто возьмите любую книгу про преступления тех лет. 40-е годы, 50-е, 60-е. Пусть сказки вам не рассказывают, что там был такой просвет, когда вот все зажили хорошо. После войны там, значит, видите ли, там были прекрасные годы. Забудьте этот совок уже, все. Самые ужасные испытания на долю башкирского народа, да, выпали именно вот при этих коммунистах. Вот Руслан, историк, напомнит, Бюйük Aslık заманда, да, вот в эти годы. 1921 год, 700 тысяч человек погибло. 400 тысяч осталось в Башкирии. Нет, не 400, побольше, чуть меньше половины умерло. То есть, если по переписи 1897 года башкир было около 1,5 миллиона, на тот момент, то с учетом революции, гражданской войны, а потом вот
Аслык, вот этот Зур-Аслык, на тот момент считалось, что осталось где-то около 800 тысяч башкир. То есть вот представьте, сколько человек погибло. И тот же самый Муса Муртазин говорит, что вот каждый спасенный башкир должен быть благодарен ну, вот этой вот помощи, которая пришла к нам от американцев. Вот, поэтому, Ишмурат Кадыр, я тебя полностью поддержу и считаю, что ты действительно прав, что совок, те люди, которые хотят вернуть совок, который непосредственно принес нам огромное количество вреда, зла, сколько было мечетей разрушено, сколько было духовенства расстреляно, башкирской интеллигенции сколько было расстреляно, сколько людей они погубили, там, раскулачили, сколько наших предприимчивых башкир поубивали, да, пораскулачили, повыселяли в всякие концлагеря и спецпоселения. Это никогда не сосчитать, то есть, да, сколько они нам вреда сделали. И человек, который пытается возродить эту систему, вернуть какой-то совок, ну, человек реально как бы нездоровый, я считаю, что. Вот. И если как бы дальше переходить, то сейчас что делает, вот пока мы между собой здесь ругаемся, ссоримся, ищем виноватых, что делает в это время власть? Власть начинает ездить по районам, по башкирским районам, по Зауралью. Бадранов ездит, да, Зульфия Гайсина, знаменитая вот эта вот провокаторша, ездит. Ездят эмиссары Бадранова, вот эти вот пропагандисты там новоявленные, которые сейчас начали, все, наверное, видели, да, там Тимур Валитов такой появился, некогда там человек, который был в духовном управлении мусульман. Ездят и начинают разговаривать с родственниками, убеждать их, чтобы они повлияли на своих задержанных родственников, чтобы они признали вину. Меня вообще поразило вот это видео, где вот этот Тимур Валитов встречается с сестрой одного из задержанных, и там они обсуждают, да, кто виноват, и сестра тут начинает все сваливать на Алтыная Валитова. Ну, я хочу обратиться вот к этой девушке. Возможно, она посмотрит это, да, или ей покажет вот этот момент. Но как вообще можно обвинять Алтыная Валитова в событиях 17 января, если он к 17 январю вообще не призывал никого? Его заявление было на 19 января, призыв, собраться на площадях по всей стране. Какое отношение он имеет вообще к 17 числу? Какое он отношение имеет к вашему брату, что его посадили? Он не призывал вашего брата туда приходить. Как вообще может Алтынай здесь быть виноватым? И вот на него набросились и обвиняют его, что он там в Америке. Ну, нужно же как-то немножко, еще раз говорю, как бы, ну, отматывать назад и вспоминать, кто что делал в те дни. Вот сейчас идет целенаправленная вот политика, как я считаю, да, что пытаются обвинить, точнее, всю вину переложить непосредственно на самих людей, что это они во всем виноваты. А мы знаем, что большинство людей, они там как бы идут просто как участники событий, и человек 20 по тем документам, по тем делам, да, они идут как организаторы. То есть, и вот такая, да, то есть организаторы, которые непосредственно все это организовали. Ну и самое главное, якобы я организатор. Вот, хотя я даже не призывал никого прийти туда. И вот где нужно обратить внимание. Вот где нужно как бы, да, совместно как-то пытаться противостоять этому. Но нет. Вот в этот же момент одновременно идут разборки между собой. Но вот, Ишмурат, как вот, что ты можешь сказать по этому поводу? Вот. Ну, во-первых, вот цель, тоже ты вопрос задавал же Руслану Валиеву, да, там, помнишь, беседа была, в чем цель вот этих поездок и просьб, чтобы родственники признали там вину, там, покаялись и так далее, ну, или немножко так повлияли на осужденных, а те признали вину. Тут все очень просто. В арабском языке такое выражение есть: аль-икрар сайидуль адилля, то есть господином доводов является признание.
Вот если человек признал что-то, уже все, больше никаких доказательств не нужно. А тут представь, там куча осужденных начнут заявлять, что да, мы вот поддались там провокаторам, послушались там эти ролики какие-то увидели, и все. Вот у меня, у тебя нет же возможности это опровергнуть, да? А у них есть там как-то уговорить, поднажать там, и все. И Запытать. да, ну да, масса там этих инструментов. Кстати, Руслан, вот пока не начали мы с тобой разговаривать, буквально, по-моему, за минут 20, да, ты не видел, наверное, где-то выложили письмо того самого осужденного, к сестре которого приходил Тимур Валитов. Не слышал, да? Нет, нет. Вот. Он написал, короче, это было без моего согласия. Представляешь? То есть я это не просил делать. И то, что там, ну, на башкирском, если точнее процитировать, со многим из того, что там сказано, я не согласен. Вот. Я, кстати, тоже слышал о том, что многие задержанные, которые там есть, они вот в отношении тех, кто сейчас на свободе и пытается разобраться, как они считают, в этом деле, ища друг друга виноватых. Вот те, которые сидят непосредственно, они все прекрасно понимают, за что они сидят, кто виноват в этом. И у них прям очень четкие понимания, что сидят они за правое дело, что они ни в чем не виноваты на самом деле. Они выходили по зову души и сердца. Их спровоцировали вот эти силовики, которые непосредственно там. Многие просто попались, просто потому что там были. И в этом во всем виновата политика Хабирова, политика Путина. Там, да? Ну, возможно, про Путина они не говорят, да, но, по крайней мере, они четко обозначают, кто виноват. И они точно не делают Фаиля Алсынова виноватым. Точно не делают Фанзиля Ахметшина виноватым. И кого-то другого там. Никого они не делают виноватым. Они знают, кто их посадил на самом деле. У них вот и спрашивайте, когда вы что-то за них говорите, в первую очередь, наверное, спросить надо у них. Да. И вот есть такой тоже момент, когда тоже вот, когда вот эти все события пытаются, как они говорят, анализировать и искать виноватых, и они начинают туда, тут в прошлое немножко заглядывать. Якобы это все пошло, вот когда были там кармаскалинские события, там в Тимясово события были, там, ребята, и начинают обвинять Фаиля Алсынова, меня тут некоторые обвинять начинают, что якобы мы, зачинщики кармаскалинских событий, остались сами на свободе, как бы. Ребята, если вы как бы хотите, особенно вот я обращаюсь к Фаизду, да, который тут за спиной Буранбая Аскарова, там Фахисламов такой есть тип, бывший гаишник, который все пытается там обвинить. Ребята, если вы хотите найти виноватых в кармаскалинских событиях, спросите у самих осужденных, благо они сейчас на свободе. Они на свободе, они получили условные сроки. Спросите у них, кого они считают виноватым. Виноват ли там Фаиль Алсынов? Виноват ли там Руслан Габасов в этих событиях? Не надо самим додумывать что-то там и какие-то там исследования делать непонятные. И здесь то же самое. Спросите у непосредственно, кто сидит. Как они считают в первую очередь. Вот. И как бы тогда дальше, продолжая, вот это, кстати, вот это письмо, оно лишь подтверждает, что власть ищет слабых, я считаю, духом людей, возможно, упавших духом людей, которых где-то с одной стороны надавили, где-то с одной стороны напугали, где-то с одной стороны там пообещали чего-то, да, так они там много чего обещают, там и дрова, и сено, и какую-то помощь, и что условный срок получит их человек, и заставляет из них вытаскивать нужные для себя слова. Потом эти слова как-то все это объединяют, видео выпускают. Вот смотрите, да, кто здесь виноват. Что Хабиров красавчик, как бы он все делает, а вот какие-то Булахтар, Юриляр, там, да, вот. Прошу еще раз говорю, включать критическое мышление. Вот что плохо у нас у башкир вот с этим вообще проблемы. В то время, когда сейчас, вот и заканчивая, да, у нас осталось, как бы, мы уже 1,5 часа говорим, да, и решили с Шмуратом Хадрятом, что где-то около 2 часов будем говорить, и надеюсь, что у вас хватит времени посмотреть полностью это видео. Посмотрите на общую политическую ситуацию в республике и в стране.
берем нашу республику. В нашей республике на сегодняшний момент существует такая организация, как русская община. Люди, которые непосредственно, ну, являются русскими нацистами и имперцами, которые открыто заявляют о том, что они будут убивать людей, мусульман, что они будут изгонять отсюда там всех, кто, у кого не тот разрез глаз, не так носы, не так говорят по-русски. Люди, которые мечтают вернуть вместо Республики Башкортостан Уфимскую губернию. Это только я говорю про местных, а она вообще, эта структура, она расползлась по всей России. И она хорошо финансируется, она хорошо, там собрано огромное большое количество спортсменов, у них есть оружие, они проводят какие-то рейды, они там берут на себя какую-то ответственность на какое-то событие, где-то кто-то что-то кого-то тронул, они тут приезжают, мы тут берем на себя. Вот Ишмурат Хазрят об этом больше знает. Вот вообще как бы сгущаются большие тучи над всеми, над нами. И вот вы находите в это время, вот в этом момент ссориться между собой. Да, если смелости много и ненависть прямо кипит, так такие же видео записывайте, но только про них. Брамай уста. Ну, давай ты их тоже поругай, что-то только этих өзіңдің башқұрттарды на наш наезжаешь. Ну и про других то же самое можно сказать. Но давай ими тоже вы займитесь. Что вот так, это все на своих. Кстати, вот я про эту общину, да, тоже немало писал же. То есть мне даже потом в комментариях начали спрашивать. Ты постоянно как будто привлекаешь внимание, но даже лишнюю рекламу делаешь. Именно. Но просто поймите, что вот эта русская община, она не про кокошники, не про пляски там русские, не просто там, ну, а про что еще? Сохранение русского языка вроде не стоит такая проблема. Сказать, что где-то так прямо русских ущемляют. Где? В Башкортостане. В какой сфере? Нет. Если посмотрите на то, что они пишут, да, просто контент-анализ текста сделайте, вот то, что они пишут, как они выражаются про мусульман. Ну, был же там скрин, они писали: вычистим всю ваххабитскую нечисть, там, и так далее, и так далее. Но, в принципе, там, если расшифровать, люди именно к убийству и призывают, да, там, мы приехали, там, проконтролировали, вот где-то там девушку кто-то оскорбил, там, узбеки оказались. Но тут именно такой нацистский подтекст, он виден, явный он прямо. Тут же надо, Ишмурат Хазрят, надо же понимать, что вот сейчас они обозначили проблему нелегалов, да, и борются они не с белорусами, а борются они и непосредственно с людьми, которые выходцы из Центральной Азии, там, из Кавказа. Против них они борются. То есть люди не их веры, не их культуры. Вот. И когда они с ними покончат, они перейдут на нас. Это нужно понимать. Я считаю, я практически в этом уверен, что скоро нас ждет ликвидация национальных республик. Все это идет к этому. Вот эти структуры, они сегодня, это же все как бы в истории было. Те же самые черносотенцы, организации при царе ходили, устраивали погромы, еврейские погромы устраивали там или еще какие-то там. Это все было, мы через все это проходили. И сегодня, когда они сейчас наберут обороты, структурируются, усилятся, вооружатся, когда начнут ликвидация национальных республик, и кто-то будет что-то пытаться, да, качать права, выступать против этого, их быстро погасят с помощью этих силовых структур. И заканчивая, хочу сказать, что, ребята, вот сегодня, буквально сегодня, вчера пришла новость о том, что Республика Башкортостан заняла первое место по количеству убитых в республике, в Украине. Первое место. Вы понимаете, что у нас... Мы лидируем по всей России, огромная Россия, из более 80 субъектов Российской Федерации, Республика Башкортостан занимает первое место по числу погибших в Украине в этой войне. А почему? Потому что огромное количество хабиров отправил туда.
наших с вами земляков. Каждый день вот этот канал я про вот где выкладывают вот этих вот телеграм-канал есть там, по-моему, ищи себя, ищи своих Башкортостан называется. Каждый день он выкладывает по 10, по 15, по 20 человек погибших. Каждый день. Ну, ребята, вот вместо вот этого, чтобы как-то озаботиться этим, что мы теряем в месяц по целому селу мужиков. Вот целое село раз и в месяц и исчезло, умерло. На следующий месяц еще одно село. На следующий месяц еще одно село. Если учитывать, там по 200 человек умирает в месяц. Вот чем надо озаботиться. Первое место мы занимаем среди всех национальных республик по... Вообще даже среди всех регионов России, опять же говорить надо, по числу политических заключенных. Именно в Республике Башкортостан больше всего политических заключенных. Наших с вами вчерашних соратников, с кем мы вместе стояли в одних рядах, в акциях различных, митингах, поднимали вопросы, защищали проблемы, защищали какие-то там интересы башкирского народа, защищали интересы Республики Башкортостан. Сегодня они все сидят. Мой брат родной сидит, то вот, и я постоянно об этом говорю. Вы же об этом не пытаетесь говорить. Вместо того, чтобы об этом говорить, вспоминать их, что-то делать в защиту того же самого башкирского языка, хотя бы что-то там делать, да, поднимать вопросы, почему наши башкиры лишаются башкирского языка, почему идут репрессии, почему вот то, почему это. Вы начинаете между собой искать ведьм, да, среди своих, как говорится. Вот заканчивая, я сейчас скажу, потом Ашмарат Хазрату передам слово, чтобы он закончил. Я призываю вас всех одуматься, в первую очередь, включать критическое мышление и понимать, о чем идут, о каких событиях идет речь. Кто начал вообще изначально, да, для чего все это происходило, кто виноват во всем, откуда все эти проблемы к нам идут. В такое тяжелое время надо объединяться, нужно стараться помочь друг другу, потому что вот именно этого и добиваются власти, чтобы мы разъединились, мы были разобщены, чтобы нам были легче управлять, легче подавлять тех, кто критикует до сих пор еще власть, да, и не согласен с ее действиями, когда от него отвернется общество из-за некоторых людей, которые будут постоянно задавать им вопросы. С такими людьми легче будет расправиться, с такими общественниками. Одумайтесь. Шмурат Хазрат. То огромное количество. Ну, уже на первое место вышло. Да, я видел тоже этот инфографику, вот видел. На первое место вышла республика. По республике на первом месте, по-моему, мой район до сих пор лидирует, да, Учелинский. Вот. Вначале мы немножко, ну, как это, подискутировали, да, насколько большая вина у местных властей. Но глава РБ чуть ли не через каждый пост, ну, через 2-3 поста он вспоминает вот это СВО. И перебью тебя, даже умудрился сказать, что там им хорошо. Ну, да, это вообще это просто без слов. Юлиан Семенов, наверное, даже так бы не выразился. Но СВО полным ходом идет раскрутка Шаймуратова генерала. Кто он такой вообще по сравнению с Салаватом Юлаевым, да? Ну, например, в гости кто-то приезжает, там, они же не у Салавата Юлаева фотографируются, а у Шаймурата. Ну, вот эта раскрутка вот этого совка идет полным ходом. Человек, который в свое время клялся, божился, что он с какими-то расистами, нацистами справится, да, там, ну, растопчет их. Ну, а ради. А для тебя русская община, если это не нацисты, то кто? Объясни, кто они вот в данный момент? Люди, которые там сидят в каждом посте, то или они там узбеков, таджиков и так далее ругают, или беспокоятся, что в Уфе есть улица Закива Лиги, мечтают переименовать заново, да, все улицы, ну, как только не оскорбляют. А кто ими занимается? Вот они-то занимаются. Там мы пойдем, проконтролируем. Мы сходили к какой-то жене кого-то, ее мужа обижает. Там, видел, да, Руслан, там обиженные люди.
вы кто вообще? Власть, что ли? Что вы за структура? Ради, почему нацистов, ну, которых ты обещал давить, ты, ну, развел? Кто они такие, можешь объяснить? Почему они существуют? Ну, и вопросов очень много. И эти вопросы, они огромные, как вот, ну, как большие крысы. Такое сравнение. Вместо того, чтобы вот этими там крысами заниматься, наши башкиры где-то какую-то балаху увидели, кімдіңдер тонында көріп қалғандар дұрса, и давай там побежали эту балаху догонять. Давайте перестаньте. Вот, кстати, я хотел сказать, когда мы всех поименно, по персоналиям обсуждали, да, громким словом, вы наши враги, мы не будем назвать, потому что башкиры должны уметь мириться. Например, ну, у меня, не знаю, как, Руслан, у каждого свой психотип, подход. Но язык у меня, например, не поворачивается. Я не буду говорить, там, Бурамбай, ты вот это сказал, ты нам врагом стал. Давайте уметь мириться, пересмотреть свой курс, то, что вы выкладываете в информационное пространство, чтобы хорошо фильтровалось, чтобы это не лило, ну, воду на чужую мельницу, сами знаете кого. Вот на это надо внимание. Мы будем сейчас друг друга там выяснять, кто там какое видео выпустил, да, кто к чему призвал. В это время ты в окно выглядишь и увидишь 10 качков из русской общины, которые будут кричать тебе, например, Бурамбай, выходи. Да, или твоей жене там сними платок, да, твоей жене будет говорить. Выходи, например, да. Кто-то мне сейчас хочет сказать, этого не будет. Так я же участвовал в этих событиях. Именно вот так они пришли, именно вот так они под окном кричали, стреляли из травмата, попали в жену, там, брата, да. Это же не фантазии, это же было. И если это тогда повторилось, Руслан их по персоналиям упоминал, ну вот эти Кумертауская, да, ветка. Да. Если это тогда было, почему они сейчас то же самое не могут сделать? В то время, когда они еще больше окрепли. Поэтому давайте кончать вот эту ерунду, там, между собой там блох каких-то искать, когда крысы заселяют ваши подвалы, чердаки, дома и так далее. Я прошу прощения за такой пафос, такая теологическая подковка иногда дает о себе знать. Что-то получилось похожее на проповедь. Да, на этом, я думаю, мы очень много обсудили. Наконец-то, наверное, все-таки мы свое видение вот этой проблемы мы постарались донести. И надеюсь, что все-таки люди начнут задумываться, задавать правильные вопросы друг другу и анализировать события и не искать врагов. Я действительно тоже не хочу никого видеть, чтобы там, да, кого-то там называть врагом, там приедем с вами разберемся. Нет, конечно же нет. Нам всем в будущем строить нашу республику. И каждый человек нужен. Я лично считаю, что там Буранбай Аскаров, возможно, будет очень хороший глава Хайбулинского района, да. Там тот же самый Ильдар Юмагулов, возможно, станет там хорошим экологом, да, главным экологом Республики Башкортостан, там, да. Ну вот я просто утрирую, но я просто говорю, что, ребята, каждый ценен своим вкладом, который он приносит. Но давайте работать каждый в своем направлении и не обвинять друг друга, не искать. На этом, наверное, все. Хаубовод, хурматлы милләттәштәр. Башкорт или Да. Башкортостан. Ассаламу алейкум.